Как это часто бывает, первые жаркие дни лета могут стать горячей порой и для пожарных. Чтобы быть готовым к любой ситуации, среди служб спасения постоянно проводятся учения по ликвидации условных возгораний. На этот раз объектом таких учений стал объект повышенной сложности с большим скоплением людей. Тушить пожар в квартире – это одно, но совсем другое, когда огонь вспыхивает в детском лагере. Большое количество деревянных построек, множество детей и удаленность объекта от города – все это налагает на спасателей особую ответственность. Поэтому на этот раз в учениях приняли участие пожарные сразу 3 населенных пунктов – поселка Алмазный, Орлах и города Мирного. С учетом особенностей удаленности данного объекта от ближайшей пожарной части, которая превышает время прибытия пожарного подразделения в сельское место согласно технического регламента федерального закона. Поэтому здесь мы сделали определенные расчеты с учетом того, что прибывает одно подразделение, потом прибывает следующее подразделение с поселка Алмазного, и вот в конечном итоге прибывает подразделение с города Мирного. По легенде учений, в здании медицинского корпуса загорелся электрический щиток, после чего пламя охватило соседние помещения. Не успели пожарные ликвидировать огонь, как поступила новая вводная. Один сотрудник пострадал и находится без сознания. Спасение боевого товарища стало дополнительной задачей огнеборцев. Координированные действия разных пожарных подразделений, добровольцев и персонала лагеря. Только так можно справиться с реальным возгоранием на таком сложном объекте, как детский лагерь. Такого большого количества пожарной техники лагерь «Орленок» еще никогда не видел. Но подобные пожарные учения просто необходимы. Потому как в случае настоящего, реального возгорания, маленькие дети, которых здесь очень много, сами не всегда смогут правильно сориентироваться и покинуть горящие помещения. В таком случае спасение их жизни будет полностью зависеть от грамотных действий пожарных.